На пенсию вышла в 50 по состоянию здоровья. Сейчас Айчурил Курманбаевой 61 год. За это время было разное. Пенсию вовремя не платили и задерживали месяцами. Приходилось обивать пороги местной почты. Но вот уже несколько лет, день в день, 11 числа каждого месяца, положенная сумма на пенсионной карте. Раньше приходилось ходить на почту, получать деньги. Сейчас сделали удобно. Пошла в любой маркет и сняла деньги в терминале. Когда только вышла на пенсию, моя пенсия составляла 1000 сомов. С каждым разом пенсию добавляют. Вот в октябре еще добавка была. Сейчас моя пенсия составляет почти 8000. Еще и дети помогают. Мне хватает. Остается только нянчить внуков и радоваться жизни. И действительно, последние увеличения пенсии были буквально в октябре. Повысилась как базовая часть пенсии, так и страховая. В среднем повышения были на 500 сомов. По предварительным расчетам социального фонда число пенсионеров на 1 октября 2020 года составляет 689 тысяч человек. Главная задача – обеспечить людей пенсией не ниже прожиточного минимума. С 1 октября, как вы знаете, размеры пенсий, как базовой, так и страховой части пенсии были увеличены. И в связи с этим все наши пенсионеры получили уже в новых размерах за октябрь месяц. С января по октябрь месяц потребность пенсионных выплат профинансированы на сумму 39 миллиардов 488 миллионов сомов. Мы финансирование начинаем с 10 числа. Ну, так как выпадают на праздничные дни, после праздников мы начнем уже за ноябрь месяц финансирование. И, соответственно, до числа 25 ноября будет полностью выплачена пенсия за ноябрь месяц. Кыргызстанцы стали бояться того, что после смены власти будут несвоевременно выплачивать пенсии и пособия. Распространению таких слухов стали небольшие технические проблемы, которые и послужили причиной задержки выплат персональным ассистентам, то есть родителям, которые постоянно ухаживают за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Эта система господдержки работает с января 2019 года. База данных постоянно обновляется. Нам необходимо вести связь между ведомствами, банками и получателями. Произошли небольшие задержки по причине технических неполадок. На сегодня выплаты получает 7183 персональных ассистента, сумму в размере 4900 сомов. За октябрь месяц на эти цели было выделено около 35,5 миллионов сомов. Технический сбой произошел аккурат во время известных событий в нашей стране и последовавшей смены власти. Поэтому в обществе заговорили о том, что пенсии и пособия могут быть выплачены не своевременно, а социальный фонд поспешил заверить, что задержки не будет. Пенсионеры могут быть спокойны, потому что мы, начиная с марта месяца, несмотря на карантин, мы все время доставляли, выплачивали пенсии своевременно. И в этом месяце тоже, за октябрь месяц, мы уже завершили выплату пенсии своевременно и в новых размерах. За 10 месяцев текущего года на выплату пенсий и пособий было выделено более 39 миллиардов сомов. Финансирование пенсий и пособий за январь-октябрь 2020 года составило 39 миллиардов 488,6 миллионов сомов. Если рассчитать по регионам, то в Бишкеке чуть более 6 миллиардов 454 миллионов сомов, в Чуйской области более 6 миллиардов 93 миллионов сомов, в Нарынской области почти 3 миллиарда 168,5 миллионов сомов. В Исыкульской области около 3 миллиардов 587 миллионов сомов. В Таласской области миллиард 632,5 миллиона сомов. В Аше более миллиарда 420 миллионов сомов. В Ужской области 7 миллиардов 255,5 миллионов сомов. В Баткенской области 3 миллиарда 159 миллионов сомов. В Джалалабадской области более 6 миллиардов 718 миллионов сомов. В октябре на финансирование пенсий и пособий переведено более 4 миллиардов 108 миллионов сомов. Сейчас пособия выплачивают по системе Тундук, пока в пилотном режиме охвачено 5 районов, задействовано больше 10 тысяч граждан. За октябрь месяц произведено выплат на сумму больше 35 миллионов сомов.
Средства выплачиваются без задержек, все своевременно. На сегодня уже больше 100 тысяч граждан получили социальные пособия. Люди с ограниченными возможностями, больше 90 тысяч человек, уже получили пособия. В пилотном режиме охватили 5 районов. Выплачиваем средства по системе Тундук. Это удобно и для нас, и для граждан. Как отмечают в правительстве, все расходы на 2021 год должны быть выстроены по степени важности. Статьи расходов, не имеющие необходимости срочного финансирования, будут временно приостановлены. Но обязательства по заработной плате работников бюджетной сферы и социальные выплаты будут исполнены. Также приоритетны расходы, связанные с преодолением пандемии и осенне-зимнего периода. Средства на эти цели в бюджете заложены и будут выделены своевременно. Надежда Усова, Азамат Джапаков, Бексултан Курманбекулу, Алату 24. Итоги недели.